Гунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след мировой истории. Attila хан деген күйі 5-ші жылымда Европаның падишасы болған Attila хан деген адам болған екен. Батыштағы тарих илимпоздардың бардығы білешет екен, мектептерде оқиды екен, оқу жайларында оқиды екен. Біз аны Адил хан дейбіз. Ошол Адил хан атабыздың урматына чыгарылган Attila хан деген күйі. Как известно, музыка – это душа народа. Каждый этнос имеет свою особую, самобытную музыкальную культуру. Но эта самобытность ограничена рамками принадлежности того или иного народа к тому или иному языково-ментальному объединению. То есть самобытность и неповторимость, например, немецкой или английской музыкальных культур, замыкается рамками германских языков и германского менталитета. Самобытность русской или же украинской музыкальных культур замыкается в границах славянских языков и менталитета. Однако данный принцип не срабатывает в тюркских языках. По мнению одного из основоположников евразийской теории, Трубецкого, тюркские музыкальные культуры явно отличаются друг от друга, поскольку они подверглись музыкально-культурному влиянию соседних с ними народов. Так, турецко-османская музыка испытала сильнейшее влияние персидской музыкальной культуры и вследствие этого резко отличается от казанско-татарской музыки, испытавшей сильное влияние русской и угро-финской музыкальных культур, и от алтайско-тувинской музыки, на которую оказала большое влияние монгольская музыкальная культура. Однако среди всех тюркских музыкальных культур кыргызская стоит особняком. Она представляет собой такую музыкальную культуру, которая не претерпела никакого влияния со стороны соседних музыкальных культур. Ни со стороны узбекской, ни со стороны таджикской, ни со стороны казахской, ни со стороны китайской. Это было обусловлено социальной замкнутостью кыргызского общества, когда каждый член общества должен был знать имена 7 своих отцов-предков. И многовековым обособленным географическим обитанием в горных долинах, ущельях и Нагорьях, куда был затруднен доступ порой до 6 месяцев в году. Совсем недавно, чуть более 10 лет тому назад, появилось научное исследование кыргызской музыкальной культуры в аспекте этногенеза народа музыковеда Умиталиевой-Байлиевой. Изучив всю древнюю, а также и современную музыку кыргызского этноса, автор пришла к умозаключению, что кыргызская музыкальная система по своим основным параметрам – это, первое, семизвуковая диатоника, второе, ладовое строение, третье, тактовая организация, четвертое, ритмическое ускорение и пятое, музыкальная интонация, конечно же, в обозримом историческом прошлом не испытывала никаких влияний со стороны соседних музыкальных культур. Но некогда, в самом раннем периоде своего становления, музыкальная культура кыргызского этноса тесно соприкасалась с музыкальными культурами европейских народов, в том числе с немецкой и славянской, русской. Однако непосвященному человеку будет невдомек, почему кыргызская музыкально-интонационная система и кыргызское музыкальное мышление имеют сходное происхождение с европейскими, немецкими и славянскими, русским музыкальными системами и музыкальным мышлением. Ведь в традиционной, общедоступной древней истории кыргызы никак не могли соприкасаться в своем историческом обозримом прошлом ни с европейскими, ни со славянскими народами, равно с их музыкальными культурами. Но если встать на заявленную нами точку зрения о древнем историческом пути кыргызов как части гунского племенного союза, то сразу все в этом аспекте становится на свои места. Древние киргизы, гинлины и буруты около 200 лет проживали вместе с древними европейцами, а среди них с готами, предками всех германских народов, и также со славянскими племенами, среди которых анты и венеды считаются прямыми предками восточных славян, русских, украинцев и белорусов на одной территории
и в составе одного государства – гунского каганата. А проживая вместе совершая военные походы, вместе участвуя во многих победоносных сражениях, их музыкальные системы испытали взаимовлияние и взаимообогащение. И безо всякого сомнения, музыкальные системы европейцев, германцев, русских и азиатских кыргызов имеют единое генетическое начало. Именно с этого гунского периода их истории.